находимся с вами на Вилюйском тракте. Это Тайсон Мирлана. Сегодня у нас 27 октября. Я вас приветствую в зимнем Якутске. У нас уже морозы, минус 14 вот сейчас у меня показывает градусник. Были уже дни на прошлой неделе, там ночью до 30 доходило. Зима пришла в Якутию достаточно быстро. И вот решили мы поснимать для вас немножко зимний контент. Серия летних выпусков про поселок Едяй, село Едяй у меня закончилась. И вот с Мирланом, во-первых, решили встретиться. Сегодня вот мы приехали в гости к Серафиму. Еще хочу с вами поделиться. В этом году я поступил в магистратуру на специальность кино и литература в циркумполярном регионе. Это Заполярье, Северо-Восточный федеральный университет. На самом деле, я очень сильно сомневался. Спасибо Находкину Николаю Александровичу. Как всегда, он меня во многом выручает. И его сестре Алине Александровне. Они, можно сказать, мне пинка дали. Говорит: Игорь, у нас есть специальность хорошая. Тебе надо поучиться. Надо набраться еще новых навыков, чтобы делать еще более красивые и качественные фильмы. Я же самоучка. Ну и, наконец, надо науку узнать, как правильно делаются фильмы. Но, на самом деле, тяжело. Я и до этого очень сомневался, потому что времени всегда не хватает, а тут просто нереальнейшая нагрузка. На очное поступил. Ходим на пары, задания постоянные, просто с утра постоянно ранний подъем до вечера. Еще нужно куда-то в этот график впихнуть, помимо работы, которую я делаю, чтобы деньги зарабатывать на жизнь. Еще и вот для вас снимать контент, это тоже достаточно сложно. Ну вот, решил этим поделиться немножко в этом видео. Ну, пойдемте встречать друзей, знакомиться. Здорово, да, ну, правда. Это баня будет, ага. Баня. Вот, бенетчане снова вместе. Собралась Бенетта на земле. Тут нарисую остров это, перед Бенетта. Кстати, да, поставить, да? Короче, тут Серафим делает дом под сдачу. Короб сейчас выстроен. Сейчас облицовка и внутренняя отделка. Скоро будет у нас своя база отдыха Бенетта. О, кстати, Да, как я об этом Серафим не подумал. говорит. И Встали с утра пораньше на помощь. И у нас вот сейчас будем ставить тут всякие атрибутики с Бенетта. И кто хочет прикоснуться к этому делу, вот дом в черте города. Прекрасное место будет. Горизонт. Своеобразный музей сделаем. Баня. Белые мишки нужны. А что ты готовить будешь? А чё он это Не трогай ее, не трогай. не шевелится? Вот его так чуть-чуть туда нужно, да. Это Не, остров, почему он вот не крутится? Ну, режим у тебя включен, который... Так, подожди, давай режим выправим. Как это делается? Игорь, поможем? Поможем, Одна... конечно. Как это? А что делать? Таскать надо? Я в белом сегодня. Нормально? Одна островитянину. Построили на Бенетте, построим и тут. Да. А, кстати, Сима по опыту Бенетты тоже примерно таким же методом за 2 дня выполнили коробку. Так что опыт у нас есть при строительстве в экстремальных условиях. Называется универсальная палатка номер 5. Какой, да? Около 5. Давно, когда они только начинали, мы вместе вот такие переходы разрабатывали между двух палаток. Сима, Ага. будем кушать бешбарма? Отлично. Отлично, все. Вообще. Мы любим кушать. Ну давайте работать. Переодеться надо все. Все, сейчас переодеваемся, вытаскиваем все продукты. Надеюсь, мне Игорь сегодня поможет со съемками. Давай камеру. Так, я тебе передаю на. Перехватываем. Так, это Осмо 3. Я еще ей не очень... Хочу очень эту камеру, конечно, но пока еще не накопил. Несите в машине такой комплект. Мягкий и легкий. Одеть его поверх своей городской одежды. И ты полностью готов к работе. Что-то, Миш, напомнился момент, когда ты костюм одевал перед Бенеттой, когда нырять собирался. Когда мы причаливали. Само по себе одеться в такой одежде — это отдельный испытание. На море говорили они: пойдем, будет весело. А холодно.
Сима, где твой экспедиционный костюм? А, кстати, я вот дом строил на Беннете тоже вот с этим костюмом. А, в этом ты был? Да, точно. Я тоже вот в этом был. Знаешь, Мирлан? Плавающий костюм поплавок. На этом костюме Игоря мы выбрасывали в океан Северный Да. Ледовитый. Он там пробыл 6 минут. Ставим сюда эти кадры. Потом его Покажем. можно было... Ну, потом его вытаскивали. О, вода затекает. Холодная. Фу. Ну, костюм держит. Лестницу. Поднимайся. Вот его хватит. Можно было бы не вытащить, конечно, но Игорь Ребят, спасатели. тогда нам вытащили. обещал хороший фильм сделать и сделал. Так, если кто не знает, вот Игоря тачка. Тайсон. Ну, готово. Ну-ка, что там? Это чучук. Готовится из мяса конины. А, это Примерно конина. вот это место. У кыргызов чучук называется, у казахов шушук. Сразу посолить. И все. Его закрываем, как скипит, огонь подбираем. И 2 часа, 2,5 часа наварится. Сейчас мясо все поставим вариться и пойдем ребятам помогать. Ну ты, Мирлан, конечно, красавчик. Сколько вот обходится столько мяса купить баранины по деньгам? 650 рублей, по-моему, сейчас баранина стоит килограмм. Килограмм. А тут сколько? Там 4 килограмма почти. А ты это снимал же? Нет? Первым своим. На морозе? Не работал, да? Ну, на Бенете это я снимал. Сколько? Минус 0, минус 3 было. Ну там-то фигня была. Нормально. Помогает вся родня Серафиму. Братья, родственники. Мороз сколько сегодня, кстати, градусов? Утром было минус 16. А, Еще не смотрел. Короче, Дубак. закладываем полный казан мяса. По самые уши. Закидываем полный казан мяса. Это у нас печень. Печень с курдюком мы будем варить и будем делать из них тоже деликатес. О, пошла паровозик. Мне очень что нравится, здесь в Якутии уже не первый раз сталкиваюсь, что если кто-то строит дом в семье, то все родственники приезжают на подмогу, да, Серафим? Представь свою родню. Кто у тебя на помощника? Вот мы, главный помощник Егор? Всем привет. Егор. Егор зовут. Он этот мой зять. А потом Егор будет строить, ты к нему поедешь, да? Помог уже Серега. Уже помог, да? Конечно. Ефим у меня прораб, мастер. Мастер. Ты контролируешь, да, Ефим? Это Ефим Типа, да. тоже родственник? Все родня? Нет, друг. Друг. Ну, как говорят, брат, иногда не поймешь, брат-брат или брат-брат. У нас брат. Брат-брат. Который не брат, тоже брат. Угу. Мирлан же тоже родственник. Да. Муж Самый прямой родственник. сестры. Да. Да. Он случайным образом оказался братом моей жены. А какой у нас фронт работ, Серафим? Сегодня крыша. Крыша? А я, кстати, в студенчестве кровельщиком работал. Кровельщиков? Да. Нет, высотника нужны. Высотники. Не кочегары, мы не плотники. Тем более у кого родственников далеко. Что он имеет в виду, я не понял. Нет, ты тоже нам родственник дальний. А, это он так дальние родственники сказал, да? На крыше будем пускать дальних родственников. А. Кого не жалко, как говорится. С питерского улуса. Санкт-Петербургский улус. Алтан, татта, кабяи, сангары, не кабяи, олёгма, Санкт-Петербург,
А на кухне у нас две сестры родные. Вот Серафима, супруга Лаура. А вас? Анастасия. Очень приятно. А, вы пока моете нам посуду, да? Да. Хозяйские дела делаете. Алексей подъехал, помощников прибавляется. Привет. Спасибо. Я в среду записывался. В среду записываю. Когда свободная окошко есть? Помочь тебе. Завтра расскажу. Мясо должна вариться очень медленно, чтобы она не разварилась, резко не отошла от костей, а успела равномерно провариться и все самые эти полезные свойства отдать. И когда мясо варится на маленьком огне медленно, у вас бульон получится прозрачным и очень насыщенным. О, соль великолепна. Еще немаловажная сейчас, ребята. Видите, где бурлит? Значит, там температура повыше. Мы берем, где не бурлит, и зачерпываем туда. От этого бульон вкуснее только станет. Что еще у нас, Мирлан, есть вкусненькое? Лепешки свежие. Мясо скипело, сняли накип. Надо пару луковиц туда. Вот, половина вот этого мой участок по документам. 10 минут до центра. Выходной день. Почему? 5 минут. 5 минут? У девушек тоже ответственная работа. Что делаете? Утепляете? Ага. Как это называется? Конопатить. Конопатить его, да. Очень важная работа, чтобы зимой было тепло. Женщина всегда согреет очаг. И вот даже строящийся дом. Просторно, второй этаж будет наверняка здесь. Вообще панорамное остекление, куча людей поместится. Опять кадры с Бенетты у меня вспоминаются. Да, вот так вот ручей нам немножко сложности добавил. Ну, в принципе, повезло, что вода сегодня ушла. Прям заметно ушла и легче ходить. Вчера был поток такой мощненький. Процесс десантирования с крыши. Игорь идет за мной. Легкая работа закончилась. Сейчас специалисты пошли обрешетку выстраивать. Игорь, оказывается, раньше работал кровельщиком. Сейчас он курирует всю работу, проверяет. Все нормально. Что, как там, нормально? Все сделали по технологии, как говорится. Все, зимой будет тепло. Работа работой. Но мы не должны забывать, что у нас есть сегодня на обед варится. Ох, какая красота. А. Вах, вах, вах. Красота, Игорь. Да. Вот это да. Чуешь запах? Молодежь, жду. Ароматы ванили. Такой бульон сразу уходит в кости, кости греет. Никакой как раз на морозе самое то, да? Такой наваристый бульон. Кстати, говорят, баранина хорошо, когда горло болит там. Вот это. Горло, живот, от всех болезней. Пойдемте проверим чуть-чуть. Чуть-чуть же еще у нас. Святые угодники называется. Съемку ведем сейчас на 2 камеры. Вот у Мирлана Osmo Pocket 3. То, что я говорил, что очень хочу эту камеру себе приобрести. Камера обалденная. Но на морозе рискованно сейчас ее использовать, поэтому снимаем на морозе на GoPro.
Вот, а в помещении на ОС мы будем более качественные кадры получаются. Сегодня праздник у нас, день автомобилиста, оказывается. Не автомобилист. Но у кого категория Б, извините меня за это, да, но все равно у них утренник. Печень. Вот. Печень нарезаем. Вот так разложить. Это баранья же печень? Каждому кусочку по одному. Потом в этот бульон солим хорошо так. Самое вот так. Это сверху вот так все чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот так руками берем. Руками О, взяли. смотри. Ваши впечатления? Печень. Вообще обалдеть. Слушайте, очень вкусно. Когда варишь, оттуда большая часть жира вытапливается. Остается только белок и вода. Так что, друзья, всем рекомендую попробовать это замечательное блюдо и очень простое. Любой человек может его приготовить, сварить печень с крудюком и вот так скушать. Что, мы на финишной прямой? Да. И идем кушать уже наконец? Да. Я уже замерз. Да. Вот зато в такие моменты можно ощутить на себе, что такое, когда в Якутии мужики строят себе дома, работают кто вот на стройке. Морозы не помеха, работать надо, работает. Камера села, финальная съемка на телефон. Последний саморез. О, опять знакомая фраза. Последний саморез! Закручен. Ну, парни, красавчики. Закончили одну часть, на сегодня хватит, уже темно. Еще доделаем, наверное, эту сторону. Доделаете, да, сегодня? Да. Конечно. А, ну без меня тогда. Я вас поснимаю. Фонари поставим и все. И нормально, да? Делаем. Время еще рано. Бульон, где варилось чуть-чуть, туда сейчас бросили тесто. Тесто вот такого размера, такие квадратиками нарезанное, вчера накатал. Мяса должно быть много на бормаке. Очень много должно быть. Все, садимся. Ребята. К нам Рита присоединилась, супруга Мирлана. Добро пожаловать за нас вкусный стол. Ну, тебе, наверное, привычно кушать его, деликатесы. Для нас деликатесы, для нас обычное блюдо. Ну, Каждый день. Ага. Смотрите, ребята, вот по идее это все руками кушается, но не будем шокировать зрителей. Давайте вот чуть-чуть отодвигаешь, берешь себе тесто, берешь себе мясо вот так, потом уже со своей тарелки вот мясо ложишь, тесто, вот, тесто заворачиваешь. Мясо в тесте.
так и кушается. Ну что ж, всем приятного аппетита. Давайте я сейчас выключаю камеру и сажусь к вам. Слушай, у меня сегодня прям праздник желудка. Вот очень вкусно сейчас поели у Мирлана, но я постарался оставить место, потому что сегодня у моего друга Семена Еремеева день рождения. Сейчас парни собрались в бане, ждут меня, говорят, давай бегом, мы без тебя есть не будем. Надеюсь, это так. И еще там должны набрать очень много блюд национальной якутской кухни. Рыба, мясо, там все. Что-то сегодня у нас наплыв народу полный. Баня, простоял в очереди минут 40, наверное. Кто-то может догадаться, что это за баня. Здесь можно выйти на улицу, купель делают уличную. Черт, туман, короче. Спасибо. Спасибо, что дождались. Да. Вы все съели? Семен сказал. По чуть-чуть. Ладно, я сытый. Хорошо, значит ничего нет. Вот наш именинник Семен. Здорово. С днем рождения. Так, парни. Джулус уже своих сыновей берет, да. Гугудан тоже со своим. Да. Леха вернулся. А вот и наши дети. Хан, Дархан и Сандар. Сыновья Джулустана и Дугуйдана. Ну что у нас сегодня было вкусного? Расскажите хотя бы. Я обещал показать нашим зрителям национальную кухню. Чебуку. Чебуку? Сперва была сахатина, все съели, потом чубука сделали. Строганина была? Да, обязательно. Ну это понятно, что. Ждать бы она меня не ждала. В общем, давай, чтобы у тебя все получилось, все твои планы реализовались. У него сейчас сложный жизненный путь, можно сказать, трансформация. Он меняет свою жизнь на 180 градусов. Интересный, сложный, интересный. Так что давай, чтобы у тебя все получилось. Ну и всем счастливо, давайте, попрощайтесь со всеми нашими зрителями. Мы будем париться, отдыхать. Камеру оставляю в ящике. Все, давайте, всем счастливо. Посмотрите фильм наш про Беннета, кто не видел. Холодно даже в нашем доме. На улице 2 градуса температура. Вот еще можешь. Ветер сегодня усилился очень сильно. Прям работы начинаются. Сейчас ребята начнут строить основание здания.